В эфире программы «Интервью». Здравствуйте. Я представляю гостя в преддверии профессионального праздника. У нас в студии Александр Прядко, министр внутренних дел по Республике Башкортостан. Здравствуйте. Здравствуйте. Всего 1,5 года назад вы были назначены министром внутренних дел именно Башкортостана. Вот каким был этот период? Этот период был достаточно сложным, может быть, не сложным, непростым. Но в целом, я говорил и раньше, наша республика имеет такой неповторимый облик, замечательную природу, но преступность каким-то кардинальным образом от преступности в других регионах Российской Федерации, она не отличается. И те больные вопросы и серьезные вызовы, с которыми сталкиваются мои коллеги в других регионах, они присущи и нашей республике. Один из вызовов, с которым сталкивается, наверное, не только Республика Башкортостан, но и другие регионы, это, разумеется, мошенники. На сегодня это один из самых таких вопросов, с которым, наверное, сталкивается практически любой житель нашей страны. И какие только схемы не рождаются у злоумышленников, а при этом получается ли найти именно противоядие для этих схем? На самом деле, тема мошенничества, она вечная, и в настоящее время изменился просто способ совершения и способ вывода денежных средств. А в принципе, конструкция статьи, 159 статьи Уголовного кодекса, она, в общем-то, охватывает современное деяние, и безусловным бичом сегодняшней России это преступление в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, и львиную долю из которых составляет мошенничество. В 2023 году у нас был рост более 40%, рост регистрации этих преступлений. В году 2024 этот рост продолжился, порядка 20%. Казалось бы, темпы роста замедлились, но при этом мы по итогам 9 месяцев уже, если можно так сказать, в кавычках, перевыполнили ту программу, которую исполнили в году 2023. То есть наши жители нашей республики перечислили за 9 месяцев этого года денежных средств больше, чем в прошлом году, в 2023 году за 12 месяцев. Более 3,5 миллиардов рублей было перечислено денежных средств нашими гражданами мошенников. Давайте расскажем, кто такие дроперы и чем опасны их действия, как для жертв, так и для самих дроперов. Если можно, я немножко шире отвечу на этот вопрос, потому что кроме дроперов у нас подельниками могут являться жители нашей области. Как правило, основные исполнители этих преступлений находятся за пределами нашего региона и, как правило, за пределами нашей страны. Но подельниками могут являться жители нашего региона, которые осуществляют им техническую поддержку, устанавливают так называемые сим-боксы, с помощью которых происходит подмена телефонных номеров. Этих людей мы регулярно задерживаем. Но мы их задерживаем, деньги обманутых граждан уходят. Что же касается дроперов, дропер – это человек, который предоставляет третьему лицу возможность пользоваться его расчетным счетом, либо кредитной картой. На сленге сейчас это называется дропер. Как правило, это либо люди, которые встали на путь маргинализации, в начале, так сказать, этого пути. Либо в большинстве случаев это студенты учащиеся, которые за 1,5, 2, 3 тысячи рублей оформляют на свое имя расчетные счета в кредитных организациях, либо банковские карты и передают возможность ими управлять третьим лицам. А третьи лица используют эти деньги для той самой сложной запутанной схемы, без которой невозможно эти деньги вывести. В настоящее время в недрах Государственной Думы активно обсуждается возможность привлечения этих дроперов к уголовной ответственности. Пьяный водитель, который у нас все же присутствует и в нашем 21 веке, все равно продолжает эта проблема быть. Хотя вроде бы приняты очень серьезные меры. Как думаете, какая сейчас ситуация? Очень серьезно нарастили работу по выявлению пьяниц за рулем. Очень серьезно. Проводим специализированные профилактические мероприятия, изменяем схему расстановок нарядов на выходные дни. Как правило, традиционный рост количества пьяных водителей выпадает пятница, суббота, воскресенье. Меняем дислокацию патрулей, что позволило, в общем-то, более чем на четверть
сократить и количество аварий, я сейчас говорю только о авариях с участием водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, более чем на четверть. И соответствующим образом на четверть сократить количество погибших, что для нас очень важно. Если сейчас говорить о том, что во многих отраслях есть так называемый кадровый голод, не хватает людей, и как это обстоит именно в вашей структуре? Численность Министерства внутренних дел более 16 тысяч по республике Башкортостан. Более 16 тысяч. И более 3 тысяч сейчас не комплект. Из них людей, носящих погоны, более 2500 нет в строю. Если говорить открыто и ничего не скрывая, как мы всегда это и делаем, у меня порядка 22% не комплект. А если говорить о прекрасных женщинах, которые тоже служат у нас, да, и находятся в том числе и в декретных отпусках, то цифра эта еще больше увеличивается. Если говорить о том, что наши сотрудники находятся в том числе и в постоянных командировках за пределами нашей республики, вот и считайте сами. При этом они люди, им необходимо сходить в отпуск, они бывают, болеют. То есть каждый третий на службу не выходит. Каждый третий вот в режиме ежедневном на службу не выходит, поэтому мы решаем те проблемы и те вызовы, которые перед нами стоят, мы решаем их в условиях того ресурсного обеспечения, в том числе и человеческого, которое у нас есть. И решаем достаточно эффективно. Наша республика, Министерство внутренних дел по республике Башкортостан, не в качестве какой-то похвалы, но входит, я не знаю, в первую тройку, не в тройку, но в первую треть. Оценка нашей деятельности, как правило, всегда удовлетворительна. Мы справляемся с поставленными задачами. Но проблема такая существует, она очень острая. Средняя зарплата по республике чуть больше, по-моему, 60 тысяч, я могу ошибаться. Участковый уполномоченный, 5 лет прослуживший. Как мы пытаемся решить эту проблему, вернее, не пытаемся, как мы ее решаем? Вот в службе участковых предусмотрена 100% оплата за совмещение участков. То есть вот в каких-то подразделениях есть некомплект, допустим, да, и там человек работает за себя и за того парня несет службу. То в случае с участковым это практически 100% оплата. Понятно, что, наверное, это не совсем то решение проблемы, которое бы нам хотелось. Но тем не менее. У нас достаточно серьезно, морально-материально мы стимулируем. У нас, по-моему, 14 ноября, могу ошибаться, я, к сожалению, никогда не служил в подразделении участковых уполномоченных, в середине ноября у нас будет день службы. Вот в этот день службы участковых уполномоченных, участковый сельский, лучший участковый сельский, 1, 2, 3 место, лучший участковый городской, 1, 2, 3 место, лучший инспектор ПДН, сельский, городской. Вот глава республики будет вручать денежные премии 100, 75, 50 тысяч рублей соответственно. Это достаточно приличные, для нас приличные деньги, для любого гражданина, наверное, эти деньги приличные. Плюс, в качестве рекламы, наверное, все-таки я пришел сюда не только о достижениях говорить, я бы хотел, чтобы кто-то, послушав мое выступление, принял решение и пришел к нам с решением поступать на службу в органах внутренних дел. Вот 22 октября мы сдали дом, приняли в эксплуатацию. Дом, 117 квартир. Безусловно, наверное, курьером работать можно заработать больше. 117 квартир. Много это или мало, но вот у нас люди получают квартиры. То есть это вот сотрудники МВД получают квартиры безвозмездно, не какие-нибудь льготные ипотеки? Безвозмездно, да, как говорила сова в известном мультфильме. Потом, это мы закрываем старую очередь. У нас за последние 2 года, около, чуть меньше 700 миллионов было выделено на единовременные социальные выплаты на приобретение жилья. То есть сотрудники у нас стоят в очереди, получают денежные выплаты на покупку либо строительство. И сейчас проходит всероссийский конкурс среди участковых, и я так понимаю, что представитель нашей республики тоже принимает в нем участие. Период с 1 по 10 ноября в Российской Федерации проходит конкурс «Народный участковый». Нашу республику представляет старший лейтенант
участковый уполномоченный Абзелиловского района Мурадшин Мансур. Вот, пользуясь случаем, я хотел бы обратиться ко всем жителям с просьбой поддержать нашего земляка. Он представляет нашу республику, является, ну, наверное, финалистом. И речь не идет о том, чтобы занять первое, второе там, или третье место, а речь идет о том, чтобы посмотреть, насколько существует связь между населением и участковым. Он очень достойный офицер, я желаю ему успеха. Проголосовать можно в Яндексе или ВКонтакте, поэтому убедительная просьба, если такая возможность есть, поддержите нашего земляка Алга Мансур. Давайте поговорим уже вот в завершении нашего интервью о достижениях. Все-таки в преддверии профессионального праздника, какие есть достижения, с какими результатами подходите? Вкратце. Ну вот в МВД в целом есть такая традиция, мы когда собираемся и подводим итоги и говорим, ну, как правило, не о достижениях, а разбираем недостатки и вот пытаемся найти пути их решения, да, с наименьшими затратами. О достижениях, то, что мы все-таки на какой-то момент прекратили рост оттока. Рост, вот те меры, в том числе и морального, и материального стимулирования, они позволили нам, ну уж если не сократить, так сказать, некомплект, ну, по крайней мере, он не растет. Ну и вот я говорил о том, что мы работаем в условиях того ресурсного обеспечения, которое у нас есть. И я еще раз могу подчеркнуть, что мы работаем достаточно эффективно. То есть традиционные преступления, ну, традиционные для человечества преступления, это убийство, изнасилование, мы раскрываем близко к 100%. А в большинстве случаев к 100%. Хотелось бы еще большое спасибо сказать таким незаметным нашим сотрудникам, это эксперты, криминалисты, благодаря которым сейчас очень много преступлений раскрывается благодаря науке. Поэтому им тоже низкий поклон в преддверии праздника. Спасибо вам огромное, что, несмотря на плотный график, вы пришли к нам в студию, пообщались с нами, ответили на наши вопросы. Спасибо. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.